Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой. Какой шанс в ближайшем будущем подарит вам судьба? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, какой шанс в ближайшем будущем подарит мне судьба. Я думаю, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. А вы знаете, у вас сейчас над головой какой-то шанс, какая-то возможность. Вы вот именно в этот самый момент вы не замечаете чего-то. Вам послали возможность на то ли на любовь, то ли на дружбу, но вы пока этого не замечаете. С вами рядом какой-то человек ходит. Человек к вам просто так душевно и сердечно относится, таким вот взглядом на вас смотрит, обожающим взглядом смотрит. И глаза такие вот прям открытые, как у ребенка. А вы либо не замечаете, либо вы боитесь в это поверить, да, что человек в вас влюблен, допустим, да, либо человек хотел бы там с вами общаться, дружить. Посмотрите по сторонам. Это шанс, это ваш шанс на то, чтобы избавиться от одиночества, либо найти настоящего хорошего друга. Человек прям влюбленными глазами смотрит, вздыхает по вам, ходит. И вот где-то совсем рядом, либо вы рядом где-то живете, либо работаете вы рядом, либо сейчас вы находитесь в месте, где этот человек тоже находится. Может быть, вы на отдыхе где-то сейчас находитесь, либо там на дачу поехали, да, где-то рядом этот человек с вами ходит. Он на вас постоянно смотрит, но вы его не видите, либо не принимаете этого взгляда. То есть как боитесь, может быть, в это поверить. А человек очень ждет теплоты ваших глаз, да, чтобы вы хотя бы глазами ответили, что да, ты мне тоже нравишься, либо да, я тоже хочу с тобой дружить. И это будет сигналом для человека, чтобы к вам подойти. Так, смотрите, посмотрите, вот кто хотел поменять что-то в личной жизни, посмотрите по сторонам, вот рядом с вами этот человек. Это сейчас прям происходит. Так, бывает же такое. Какой шанс вам в ближайшем будущем подарят? Тут связано с работой, с деньгами, с работой. Шанс на то, чтобы улучшить ваше финансовое состояние, финансовое положение. Какой-то дополнительный заработок идет, либо удвоенный заработок. Вы станете перед дилеммой, вот как поступить? Бросить то, чем я занимаюсь, и отдаться какой-то новой идее, либо новой работе, новой какой-то возможности, либо тянуть и то, и то. Смотрите, тянуть и то у вас сразу, говорю, не получится. Вы будете очень распыляться, и в итоге вы будете очень уставать, и там у вас не все будет до конца ладиться, и здесь как бы вы будете терять. Поэтому однозначно выбирайте новое, ваше будущее в новом. Вот то, чем вы сейчас занимаетесь, как будто бы болеет, там прихрамывает, как идет к логическому завершению. Вы это чувствуете, вы это понимаете, вы об этом думаете постоянно. Вам кажется, что вы, как сами себе придумали, хотя на самом деле это не так. Это логические выводы, которые делает ваш мозг, плюс еще ваша интуиция там подсказывает во все горло. Это так и есть. То, чем вы занимаетесь сейчас, со временем, просто исчезнет. Вам нужно максимально быстро будет перестроиться на новое. И у вас получится, очень хорошо получится. У вас в данный период времени есть какой-то доход. Да? Пусть он небольшой, но он как стабильно выглядит.
А в будущем, когда вы схватитесь за этот новый шанс, за эту новую возможность, за эту новую работу, ваш прежний доход, он будет усилен и увеличен минимум раз в 5, а то и в 7. Понимаете, у вас прям так конкретно улучшится уровень жизни, и доход растет очень так серьезно. Это очень, кстати, хорошо, особенно для тех, кто там, семья, да, на вашем обеспечении находится, либо у вас там серьезные планы, что-то в жизни там приобрести, поменять, заняться чем-то. Замечательно. Прекрасная работа, прекрасная занятость. У кого-то это действительно новая работа, у кого-то, может быть, даже свое дело. Вы будете работать. И я вижу, что вы своего, конечно же, не упустите. Просто заминка может быть в том, что вам страшно оставить то, чем сейчас занимаетесь, да, чтобы не остаться при голом интересе. Но так не будет, нет. Нет. Прям я вижу, что кто-то будет стараться тянуть и то, но вы себе можете навредить. Вот в частности, эмоции будут страдать. И будет страдать физиология, да, потому что будете очень уставать. Поэтому, мои хорошие, не морочите голову, беритесь за новое, осваивайте это новое и начинайте работать в новом. Поверьте, вы никогда об этом не пожалеете, и те доходы, которые вы будете получать, они несравнимы с тем, что есть сейчас. Замечательно. Вы вот движетесь вперед и вверх. Это очень хороший знак. Вот кто зашел на эту отсыпку, кем бы вы сейчас ни работали, чем бы вы ни занимались, поверьте, судьба даст вам шанс улучшить свое материальное положение. И даже если оно у вас очень хорошее, стабильное, вы, в принципе, всем довольны, будет шанс еще лучше жить. Понимаете? А воспользуетесь или нет, это уже ваше дело. Хотя я вижу, что здесь, простите за выражение, да, глупых людей нет, каждый воспользуется и правильно сделает. Так, идем дальше. Здесь выходит поездка, либо на отдых, либо, может быть, в гости кому-то вы поедете, может быть, какая-то ознакомительная поездка идет. Почему-то вы очень долго будете сомневаться, стоит, не стоит, ехать, не ехать, надо, не надо. Я не вижу, чтобы вы не поехали, но я вижу, что вы можете отодвигать эту поездку по времени. Смотрите, эта поездка, она очень судьбоносная. Она очень сильно на вас повлияет, на ваши мысли, на ваше сознание, подсознание. В этой поездке с вами произойдет как маленькое чудо. Есть блоки и барьеры у вас в голове, либо какие-то шоры, да, может быть, комплексы. Вот вы как не до конца свободный человек. Да, у вас есть крылья, но вы не летаете, потому что одна ножка к земле такой вот прям цепью прикована. А вот в этой поездке вы избавитесь от всех оков, от всех вот этих утяжелений. Вы вернетесь и вернетесь совершенно другим человеком. Даже, смотрите, вы не пешком назад возвращаетесь, а вы на крыльях летите. Какая-то новая свобода. Очень, очень для вас это будет хорошо и полезно. Даже если это поездка там, не знаю, на час, на день, обязательно поезжайте. Но не сомневайтесь, даже не так. Я вижу, что вы поедете. Вы не сомневайтесь, вам нужно туда, обязательно нужно. Вот, вы будете другим человеком. Внутри меняется. И то, что поменяется внутри, очень сильно отразится и на вашей внешности. Вы станете более уверенным человеком, более таким сильным, выносливым. Я вижу, что у кого-то есть проблемки по здоровью. Эти проблемки надо лечить, заниматься, не махать рукой, там, не прикладывать всякий подорожник, травки-муравки. Это, конечно, классно, но не в вашем случае, мои хорошие. Я не знаю, как вы относитесь к медицине, но, может быть, у вас и другие какие-то причины есть, да, там, отсутствие там, средств, времени, но здоровьем заниматься надо. И вам предоставится прекрасный шанс, возможность улучшить свое здоровье, избавиться от тех болячек, которые есть сейчас, и действительно поправить качество своей жизни. Я не могу сказать, что это за случаи, но я вижу, что у вас будет как всесторонняя какая-то проверка, какой-то чекап вы будете проходить. И
ну, я не знаю, поликлиника, либо где вы будете это все делать, очень хороший идет вам специалист, либо специалисты. Вот отношение человеческое, очень дружелюбное, и вам не будут навязывать какого-то бестолкового, ненужного, дорогостоящего лечения, а наоборот, вам будут давать очень стоящие дельные советы. Возможно, даже в первый раз в жизни вы попадете вот в такую клинику, да, к таким специалистам, которые, ну, вот с душой люди работают. Я вижу, что здоровье ваше улучшится, я вижу, что здоровье ваше поправится. И вас вот эти доктора, они как замотивируют следить за собой, поддерживать свое здоровье, реагировать на какие-то изменения. То есть вы отношения даже свое поменяете. И здоровье улучшится, и отношения поменяете. И вот из-за этой ситуации, из-за этого шанса у вас качество жизни и долгота вашей жизни, она будет продлеваться, вы как сами себе будете продлевать. Очень замечательно. Так, какой еще шанс, какую возможность подарит вам судьба? Ну, вот здесь очень похоже на возвращенца. Здесь какой-то человек будет возвращаться. Очень похоже на бывшего мужчину. Бывший мужчина. Причем мужчина, который, ну вот, похоже, как загулял, подгулял. Может быть, к какой-то другой женщине переметнулся. Ну, такой перебежчик. Возвращается он, знаете, как уходил с гордо поднятой головой, а возвращается, как будто бы на четвереньках ползет. Вот так он к вам возвращается. А вы его видеть вообще не хотите. Вы ничего о нем знать не хотите. У вас к нему обида и злость. Вот. И вы думаете, вот только попадись мне. Вот только попадись. Сразу сковородкой огрею. Вот. И он будет вот как-то на четвереньках прям вползать к вам. Вы знаете, когда вы его увидите, у вас жалость к нему пойдет очень сильная. Очень сильная. Я не знаю, то ли он так выглядеть жалко будет, то ли он действительно как-то пострадал, может быть, да, может быть, со здоровьем у него что-то не то. Вам будет очень его жаль. Очень-очень. Я не вижу, чтобы вы вернулись в отношения, но то, что вы поменяете свое отношение, там, смените гнев на жалость, на милость, это произойдет. По крайней мере, я вижу, что вы убедитесь в том, что бумеранг, он работает, что возмездие, оно настигает нехороших людей, и за каждую обиду, за каждый дурной поступок ждет расплата. То есть вы в этом убедитесь на примере этого мужчины. Кстати, у кого-то может быть эта ситуация даже не с бывшим мужчиной, а, например, да, с бывшим, хотя бывших не бывает, наверное, да, какой-то родственник, который плохо с вами поступил, либо как-то очень вас обидел. Вы долго не виделись, вы ничего об этом человеке не знали. И вот человек к вам идет, чтобы с вами помириться. Но опять же, для вас эта ситуация вот именно чисто в образовательных целях, чтобы вы для себя четко понимали, что обиды, и бумеранги, и это все работает, и это все необратимо. Так, а вот интересно, кто-то у меня чем-то занимается, похоже на какой-то вид деятельности. Вы что-то делаете и головой, и руками. Может быть, это ваше хобби, либо действительно вы в этом работаете. Вы ждете результатов. Результатов нет. Либо результаты вас не устраивают. И вы нервничаете, вы думаете, боже, зачем я трачу время, все равно ничего не происходит. Вам Вселенная даст шанс узнать, что вы делаете не так. Здесь какая-то ошибочка в ваших действиях, да, в алгоритме ваших действий есть ошибка. Вам на примере какого-то человека, либо какой-то умный человек, да, вам расскажет, да, как это должно работать. Вы, опираясь на эти знания, вы сможете все поменять, как переформатировать. И уже таких проблем не будет. У вас результат будет достойный. То есть вы будете рады тому результату, который вы получаете. Даже больше, чем рады. Какое-то полное удовлетворение идет.
какое-то действие вы делаете не так, либо неправильно, либо вы вообще в принципе его не делаете. И из-за этого результат не получаете. Информацию. Вам дадут информацию, либо покажут какой-то пример для того, чтобы вы смогли справиться с этой ситуацией, чтобы вы могли улучшить свои показатели, результаты, добиться наконец-таки того, чего хотели. Так. Здесь какой-то человек говорит с вами на разных языках. Вы будете с человеком общаться, кто говорит на другом языке. И вы будете пользоваться чем-то, вот писать что-то, вы будете, может быть, какая-то программа, там, переводчик. И у вас общение идет с этим человеком. У кого-то идет деловое общение, у кого-то, ну, не знаю, там, личного характера общение. Но благодаря именно этому контакту вы либо начнете изучать иностранный язык, и вам очень понравится, у вас будет получаться, либо вы, ну, как улучшите свои показатели в знании иностранного языка. Тут как-то польза двойная получается, двойная польза. Так. Кстати, кто хотел у меня съехать или переехать, может быть, там другой дом, в другой город, в другую страну, вам кто-то будет помогать. Вам судьба, вот если вы четко для себя решите, что да, я хочу, либо вы уже решили, вы в поиске, да, вариантов, вы найдете человека, который будет вам помогать, как будто будет направлять, давать вам, ну, стрелочки, да, иди туда, сделай то, вот так надо поступить, вот это нужно подготовить. Человек такой у вас найдется. При этом я не вижу, чтобы этот человек с вас просил оплату. Либо это какая-то организация, может быть, это человек-волонтер, либо это человек, в принципе, да, вот помогает на добровольных началах, помогает другим людям. Кстати, очень хороший человек. Вам на протяжении всего вашего пути будет помогать, например, по переезду. И потом тоже будет вам помогать какими-то советами, подсказочками, либо даже, знаете, вплоть до того, что там, будет пытаться там какие-то документы для вас сделать. Да? То есть такой человек идет очень ответственный, порядочный, и человек, который, ну, вот как целью своей ставит, да, помогать людям. Это очень замечательно. Так, очень доброе сообщение идет от человека, с кем вы давно не виделись. Какой-то человечек вас найдет, может быть, в социальных сетях, может быть, в принципе, там узнает ваш номер телефона от кого-то, через кого-то. Идет именно сообщение, потому что, видите, такая маленькая птичка летит в вашу сторону. Это не разговор по телефону, это больше похоже на сообщение, на переписку. Много хороших, добрых слов услышите, что по вам скучают, о вас вспоминают, что вы какую-то очень значимую, знаковую роль сыграли в чьей-то жизни. Вам будет очень приятно восстановить отношения с этим человеком. Ну, как поддержка пойдет, такая добрая, положительная энергия в ваш адрес. Поддержка вам отыграется. Да, хороший человек, но почему-то как-то ограничен. Либо там связь очень плохая, сложно, например, там созвониться, либо очень далеко от вас находится, да, невозможно там встретиться, приехать. Но с этим человеком у вас какие-то постоянные разговоры будут. Может, не каждый день, но там раз в неделю вы будете общаться, как будто бы душой отдыхать. Так, ну и переходим к самому важному. Здесь вышла большая звезда, связанная с чашей. То есть на звезде стоит чаша. Это сильнейшие знаки. Звезды — это у нас всегда мечты, желания, удача, большая удача. То, что мы все ждем, то, на что мы все надеемся. Вам это будет дано. Но связано это с чашей. Чаша — это любовь, это здоровье, и это жизненная энергетика и ваша обеспеченность. Вот если вы о чем-то очень страстно мечтали, в плане там, любить, быть любимой, выйти замуж, поправить свое здоровье, может быть, наладить свою жизнь, улучшить там бытовые условия, поверьте, Вселенная, судьба вас услышали. Обязательно ваше желание исполнится. Причем смотрите, как оно посерединке вышло. То есть не на краю, не в венце, а именно посерединке. Ждите подарков, ждите исполнений.
наконец-таки и вам улыбнется удача. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.